Здравствуйте, это программа «7 дней плюс». В студии Светлана Кадырова. Уходящий 2023 был в Татарстане годом национальной культуры и традиций. Сегодня как раз и хочется поговорить о том, что сохраняется с поколения в поколение и хранит тепло рук мастеров. Габдулла Тукай писал: «И настолько мне мил ваш колфак парчевой, лишь взглянул на него, так хожу сам не свой». Тема программы «Татарские костюмы и украшения». Это можно видеть уже, наверное, даже по мне. Вот как сохранить, об этом сегодня говорим с нашей гостьей. Сегодня на студии Надежда Альфредовна Шейхисламова, этнодизайнер, художник, мастер объединения татарских мастеров Мили Хасите. Рада вас видеть. Итак, ювелирное искусство, работа с кожей, золотое шитье, все это такие живые промыслы, известные в Татарстане. Татарские украшения, даже то, что вы сегодня принесли, да, очень сложны в исполнении. Филигрань, ткань, зернь, чеканка, золочение. Татарские женщины всегда верили, да, что это приносит удачу, здоровье, благополучие, а вот звон монет, и мы даже это, вот, если позвоним всем, точно услышим, отпугивает зло из глаз от их семей. Вот что представляет сегодня из себя современное украшение татарской женщины, то, что вы делаете, и есть ли уникальные артефакты? Я могу только предположить, да, что уникального. Вот это, а еще. Вот расскажите о них, пожалуйста, в чем их уникальность сегодня? Вы знаете, татарское ювелирное искусство, оно само по себе уникально. Здесь сложные технологии исполнения, грамотная работа с материалом. И потом ювелирное искусство татар, оно прошло через очень сложные исторические события, вековые. И оно все равно живет. Конечно, может быть, не так, как нам сейчас хотелось бы, но потихоньку шевеление в этом плане начинается. Уникальные экспонаты здесь, практически все. Потому что каждая вещь, которая сделана ювелирами вручную, это сам по себе музейный экспонат. Он представляет из себя материальную, культурную и этнографическую ценность. Это наследие. Это наследие народа, страны, мира в общем. То есть целой нации, по сути. Да. Что интересного, да? Вот посмотрите, вот самое неочевидное, это вот, наверное, вот это вот нагрудное украшение. Да, оно татарское, оно находится у нас в Российском этнографическом музее, подлинник, имею в виду. Здесь у нас великолепная реплика, выполненная самым, наверное, известным мастером нашим казанским, Равкат Мухаммедшин, автор этой работы. Он повторил это изделие один в один. Многие, наверное, не знают про это изделие. Интересное хасите. Посмотрите, какое интересное хасите. Нагрудная перевязь на текстильной основе. А текстиль не просто какой-нибудь здесь муар парчевый. Вы видите броши. Броши сделаны, опять же, современными ювелирами, но с традиционных источников. То есть они пересекаются, какие-то общие мотивы. Да, мы видим, ткань, да. стилистика. Это все видно. Воротниковая застежка, которая вот такой чокер, говоря современным языком, модным, да, воротниковая застежка. Посмотрите, какой браслет интересный. Это татарский браслет. Они были тоже разных видов и форм. Хранятся они, опять же, очень много их в том же Российском этнографическом музее в Санкт-Петербурге. Есть у нас в Национальном музее Республики Татарстан. И по России, конечно, тоже иногда в музеях встречаются в местах компактного проживания татар. Серьги, классические казанские серьги, они выглядят вот так. Хотя формы, конечно, тоже были разные. Но вот грушевидная форма с подвесками и небольшой головкой в начале. Это вот классический вариант сережек казанских татар, которые сделали, опять же, казанские ювелиры Казанской губернии. Надежда Федоровна, такое ощущение, что все украшения очень крупные. Такие они были, конечно массивные, же, тяжелые, да. Очень дорогие. Да. Накосник чуба, вот посмотрите, он двухэтажный, он с монетами. Он звенит. Весовая категория. Были еще тяжелее. Это современная ювелирная работа, и она, конечно, полегче, чем их исторические предшественники. Очень ли сложно в производстве эти украшения татарских женщин при таком обилии мелких деталей, такого количества камней, монет, всевозможных мелких деталей? В принципе, вот если ручная работа, допустим, сколько можно было делать по времени
Вот это. Ну, это длительная работа. Если ручная ткань выполняется, особенно если зернь, это длительная работа, конечно. То есть, например, вот Якашев Берез, здесь у нас реплика, изготовленная 3D-принтером. А если делать такой в ювелирном исполнении, говорят, что может дойти до полугода. До полугода исполнения одного нагрудного украшения. Одно изделие одной татарской женщины. Да. Скажите, пожалуйста, насколько вы сегодня замечаете, вы сказали, такие подвижки есть, по-моему, в самом начале, отвечая на вопрос, но при этом, насколько сегодня представляет интерес, вот видите ли, спрос на украшения, национальные украшения? Если мы говорим именно на этнографические украшения, не дизайнерскую стилизацию. Да, именно этнографические. Спрос медленно, но верно начинается. Вот шевеление начинается. Но я не скажу, что вот еще пока вот у нас такой взлет, но оно все равно постепенно накатывается. Потому что, интересно, красочно, это действительно по-татарски. Это некий рост такого национального самосознания, да, либо это эксклюзивные такие украшения, которые хочется сегодня иметь, потому что это модно, это в тренде, вот даже чокер, да, о чем мы говорим? Это рост национального самосознания, это люди, которые начинают изучать эту тему и проникаются такой вот именно этнографической спецификой, татарской. Да, это люди, которым хочется иметь у себя в коллекции изделия такого большого культурного значения, этнографического. Которое можно, в принципе, передать по наследству. Да, по наследству передать, продать за большие деньги потом, как только, да. И потом оно же не падает в цене. Оно всегда ценно, особенно если серебро, особенно если вот такая сложная ручная работа, особенно если есть вот какой-то вот документик от мастера. Это все равно, конечно, это хорошая вещь, помимо драгоценности, можно сказать. Но при этом, Надежда Альфредовна, вы сказали, что интерес к этнографическим украшениям или к дизайнерским? Вот сейчас больше к дизайнерским. Да, вот сейчас мы можем объяснить телезрителям, в чем разница между этнографическими украшениями и дизайнерскими. И чтобы они определились, от чего они хотят. Вот на мне сейчас Хасите. На вас Хасите реплика. Что такое реплика? Реплика повторяет исторический экспонат, но может быть сделан в современных материалах. Материалов, но форму он повторяет. То есть, это, можно сказать, это реплика. В принципе, все здесь изделия реплики. Этнографические изделия – это те, которые скопированы, грамотно скопированы изделиями, да. Те изделия, которые были в прошлом, полностью повторяются в современных работах. Этнографические изделия. Дизайнерская стилизация, когда ты берешь различные этномотивы и уже сам переосмысляешь их. Да, вот у нас изделия из дерева, да, с татарским орнаментом, вышитые какие-то вещи, да, с татарскими орнаментами. Да, это все стилизация, модная, красивая стилизация по татарским этномотивам. Здесь вот у нас представлены именно этнографические реплики татарского ювелирного искусства. То есть, таким образом, вы фактически популяризируете культурное, историческое наследие татарского народа. Да, потому что мы считаем, что оно должно быть не только в музее. Не только в музее, согласна, потому что добраться до Государственного этнографического музея, чтобы посмотреть исключительно украшения, да, татарских женщин, для этого нужно какой-то уже великий рост самосознания, а все-таки, чтобы до него дойти, нужно попробовать увидеть и пощупать эту красоту и поносить ее на себе. Да? И ты чувствуешь себя совершенно по-другому. Вот, даже я сегодня в Хасите об этом могу сказать. Но вот один из ключевых вопросов в этой теме, все, что касается этнографических работ, особенно когда мы говорим о таких репликах, да, дорогостоящих, это всегда речь о мастере, да, об учениках, о знаниях и о любви к своему народу. И я сегодня задаюсь вопросом, где... Во-первых, как вы стали мастером и где вы ищете мастеров для объединения, для того, чтобы, в принципе, сегодня сохранять это наследие и передавать его будущим поколениям? Ну, мой путь достаточно банален в плане получения художественного образования. Сначала школьный год художественной школы, затем институт. Но в институте я, конечно, училась на дизайнера интерьеров, но так получилось, что я увлеклась художественной росписью, начинала с русского стиля. Потом меня плавно перевели грамотные люди на татарский, потому что мы живем в Казани, в Татарстане, у нас туристический поток, который желает видеть нашу специфику. Вот. И постепенно после росписи я пришла к костюмам.
Ну, параллельно получается совмещать, но сейчас больше упор на костюмы. Где ищутся мастера? Это сложный вопрос, потому что путь этот непростой. Есть несколько путей, которые ты можешь стать мастером. Либо ты учишь ремесло самоучкой, самостоятельно, по видео, там, может быть, в Ютубе, по каким-то вот таким источникам, которые сможешь выхватить. Есть момент, когда ты можешь пойти на обучающие курсы к мастерам, которые преподают сами. И есть учебные заведения, например, Казанский техникум народных художественных промыслов. Там, кстати, единственное место в республике, где обучают ювелиров, которые владеют не только вот базовым ювелирным делом, да, а именно традиционными татарскими техниками, вот, которые здесь представлены. Конечно, там еще много других специальностей. Есть художественное училище имени Фершина, там есть кафедра декоративно-прикладного искусства, где готовят очень хороших мастеров вышивки, казанской узорной кожи, есть факультеты соответствующие в Казанском институте культуры, и что-то есть такое в КФУ. Вот там все это можно постичь, получить еще кожечку. Нет, но потом еще и нужно остаться в профессии. А вот это уже другой вопрос. И это вопрос уже, во-первых, сложной реализации, да? Да. Это не бизнес, который принесет деньги здесь и сейчас. Да. Какие еще главные проблемы для того, чтобы, в принципе, в эту отрасль, в эту сферу приходили люди? Нет у нас рынка сбыта. У нас нет рынка сбыта, это раз. Люди, интерес просыпается медленно, я уже сказала, это два. Отсутствие финансовых ресурсов на закупку материалов у молодежи, это три. Отсутствие помещений для работы, для тех, у кого промысел требует специального помещения, керамика, например, ювелирное искусство, не сделаешь в квартире, они пожароопасные, моменты там есть. То есть вот это вот все вместе сложности доставляет. Если вот сегодня реализуется проект Центра народных художественных промыслов, да, на базе ЦУМа, что бы вы там как раз хотели видеть, чтобы вот решить вот эти проблемы? И возможно ли будет там решить вот эти проблемы, которые вот вы знаете, вот этот проект давно уже было пора сделать. Я когда работала в туристическом сегменте, постоянно приходили москвичи, питерцы, люди с регионов, спрашивали, где у вас в Казани восточный базар? Вот куда мне их отправлять? На колхозный рынок? Вот. И вот то, что они наконец-то сделали этот проект, про это речь шло много лет. Если наконец-то вот сейчас это все доделается, будет очень здорово. Потому что мало того, что туда можно перенаправить весь туристический поток, там можно разместить всех действительно представителей НХП, да, которые этим занимаются. То есть в первую очередь там должны быть традиционные вещи. Если останется место, уже можно пригласить грамотных стилизаторов этномотивов. Конечно, там помещения какие-то для проведения мастер-классов тоже нужно бы оставить. Сценическое пространство, где можно показать какие-то национальные танцы, обряды. Презентовать. Да, национальная кухня разных народов, наших 7 народов Республики Татарстан. Было бы здорово. С какими проблемами еще сталкиваются мастера? Если сегодня сырье, ткани, кожа, где достаете, где покупаете? Если есть деньги, материалы достать не проблема. Я, как уже сказала ранее, у многих отсутствие финансового ресурса это стопорит работу, потому что прежде чем что-то сделать, нужно вложить. Прежде чем получить отдачу, нужно тоже вложить. Ну, это уже решается каждым индивидуальным мастером. Вот вы говорите еще о рынке сбыта. Представлены ли вы на тех же самых маркетплейсах? И, в принципе, необходимо ли на маркетплейсах реализовывать эту продукцию, или мы в этой ситуации ее уподобляем масс-маркету такому, а это некий эксклюзив, но это история народа. Пусть даже в реплике, пусть даже на 3D-принтере. Ну, вы знаете, у нас есть страница ВКонтакте, и продажи достаточно хорошо идут там. Причем давно. Еще до запрещенной соцсети нормально все работает. А маркетплейсы, да, тоже хорошее подспорье, но это хорошо, наверное, если у тебя много товара, товар недорогой, и ты там вполне можешь попробовать реализовать. Да, реализовать. Почему бы и нет? Кто чаще всего покупает или заказывает этнографические изделия, украшения, и насколько сегодня этнические мотивы, в общем-то, помогают выделиться в толпе?
Толпе, безусловно, помогает выделиться. Я вижу. Да. Даже я, когда иду гулять по набережной Кабан, у которого возле моего дома, я одеваю иногда якощелбыры, воротниковые нагрудные украшения, и я чувствую взгляды. Иногда я встречаю людей, которые носят обувь казанской узорной кожи, вот как у меня сейчас. Либо сапожки, либо сумочка у них, либо рюкзачок, и это тоже очень здорово. То есть ты сразу выхватываешь взглядом, даже если у тебя -3 какой-нибудь. В принципе, кто высказывает интерес сегодня в отношении этнографических украшений? Женщины, возраст, мужчины. Какой среднестатистический портрет сегодня человека, изучающего и покупающего наследие? От 25 до 50 вот с чем-то. Это, конечно, это носители культуры в первую очередь. Вот татары, которые интересуются своей культурой. Настоящей, этнографической. Да? Стилизация — это здорово, это супер, но хочется иногда вот чего-то исконного, да, подлинного. Да, все-таки есть запрос на подлинность. Есть, но он тоже растет медленно, но верно. Вот еще один из принципов объединения Мелих и Сите. Стараетесь действительно ничего не придумывать, а сохранить и сделать так, как это делали в прошлом. Но ведь я представляю, какой объем работы, чтобы это сделать. Да? Это найти исторические данные, исходники, прочитать книги, музейные собрания, изучить типы там, нагрудных украшений, обуви и так далее. Сложнейший процесс. Вот, в принципе, как вы считаете, сегодня много ли мастеров, которые проходят этот путь, чтобы создать? Либо можно без знаний, вот глядя на вот это все, сделать такие же аналоги самому? Без знаний не обойдешься, потому что даже если стилизацию делать, ты все равно должен знать базу, по которой ты будешь стилизовать. Там на основе орнамента, на основе ювелирного искусства, вышивки и так далее. Мы это изучаем, потому что без этого путь в этнографическом деле никакой, я считаю. То, что у нас проблемы с образованием у молодых мастеров и начинающих, это очень читается. Потому что прежде чем что-то сделать, посмотри книги, посмотри музеи, достань все это. Это все сейчас есть. Да, книга в продаже только одна, но она, тем не менее, есть. И дальше уже можно в PDF что-то найти и так далее. Потому что в чем проблема? У нас есть недопонимание именно со стилизованными вещами. И исходя из этого, да, есть раскрученные мастера, которые делают свои авторские версии на какие-то вот... Там, нельзя это подменять? Да. Нет, это другое. То есть здесь важно говорить, что это ваша авторская дизайнерская трактовка. Если ты это не напишешь, будет сложно. Если товар у тебя выстрелит, на тебя будут смотреть начинающие. И начинающие думают, что это вот и есть подлинник. Да? Но они не осознают, когда начинают копировать чужую работу, что делают плагиат. А может, нужна какая-то сертификация и так далее, прежде чем, в принципе, при продаже обязательно указывать, татарское это украшение, либо авторская версия татарского хасите? Ну вот, когда ты выставляешь вещь в соцсети, да, ты точно надо подписывать. Твоя авторская трактовка, дизайнерская вещь. Или этот вот подлинник, реплика по такому-то подлиннику, который находится там-то, или вот есть такой-то книги. Так будет людям легче понять. Но это уже надо им это или нет, не но надо. здесь это уже зависит от добросовестности самого мастера, наверное. Даже не от добросовестности, а от знания. То есть некоторые просто не знают, поэтому им кажется, что вот... Они увидели, им понравилось, они посчитают, что это подлинник. А на самом деле проблема плагиата у некоторых людей есть. Еще, вот знаю, что мастера Мелих и Сите начали делать украшения, чтобы удешевить, наверное, и ускорить процесс производства, пошива, много печатано на 3D-принтере. Вот это, например, да? Это то, что на вас. Да? 3D-принтер. На мне 3D-принтер. На мне, Сереж. На вас 3D-принтер. На самом деле очень сложно определить. Мы уже говорили о том, где подлинник, где реплика. Ну, по крайней мере, не мастерам, да, а покупателям. В этой ситуации, почему вы пришли к этому, и насколько сегодня, в принципе, 3D-принтер помогает популяризировать татарское культурное наследие? По 3D-принтеру здесь у нас есть основные действующие лица. Это дизайнер Даль Картаулин, который, собственно,
Начал все это дело делать его друг, 3D-моделер Салават Ганиев, который живет в Уфе. Когда они делали башкирский костюм, они столкнулись с этим, что ювелирные вещи дороги, они тяжелые, веси. Их не могут себе позволить простые люди, к сожалению, по цене, очень многие. И они разработали, взяли за основу, конечно же, исторические образцы. Салават их грамотно ввел в 3D-моделинг. Ильдар запустил в печать. Конечно, это был процесс долгий, но им удалось прийти к хорошему результату. И то, что вот 3D-украшения, не надо стесняться пластика. Пластиковая бижутерия у нас в моде очень давно, чуть ли не советских времен. И не выходит из моды. Да, это изделия, в чем они хороши? Они хороши в том, что вы проникаетесь, вы видите, что такие изделия были. То есть это своеобразная популяризация изделий ювелирных. Потому что когда у нас были случаи, люди покупают 3D, а потом проникаются и заказывают уже сережки ювелиру. Да. Потому что влюбляются в конечном итоге. Влюбляются в это, да. То есть здесь легкий вес, это очень хорошо для ансамблей. На самом деле, их не страшно, эти вещи, дать ребенку на танцы. Если потеряешь, то можно легко снова воспроизвести. И, конечно же, при перевозе за границу, кто летает с гастролями и так далее, таможня никак не сделает вам претензий. Хорошо. Еще, вот когда вы говорите, что действительно у молодых не хватает денег для того, чтобы заняться народными промыслами, да, ладно, откроется центр, но, в принципе, на какую поддержку государства, возможно, хотели бы рассчитывать, чтобы, в принципе, возродить, вот чтобы было не одно объединение, да, а чтобы это была огромная, большая творческая студия историко-культурного наследия. Надо ли это? Либо, в принципе, если это бизнес, пусть он зарабатывает сам и выстреливает сам. Какая поддержка нужна? Вы знаете, гранты, они же есть, на самом деле, для НХП, предприятия особенно. А все вот эти моменты, у нас этим занимается Министерство культуры Республики Татарстан, они делают разъяснения, они иногда собирают собрания, онлайн какие-то лекции, как грамотно подаваться на эти гранты, российского значения гранты, наши внутренние гранты. То есть это все реально, это все есть. И даже есть гранты для самозанятых мастеров, это тоже есть. То есть, в принципе, сегодня достаточно? Проблемы, конечно, есть, но ведь, знаете, если сам человек в это не вкладывает, мастер, который хочет заниматься этим делом, почему ему государство что-то должно предоставить? Здесь же тоже надо доказать свою участность, что ты в этом деле не лишний или не случайный человек. У нас же многие так делают, позанимаются, а потом бросят. Точно. То есть этот путь такой, он есть. Да, иногда на гранты приходится подать несколько раз, прежде чем вам его дадут. Но, в принципе, добиться, получить это же можно, это есть. Можно. В Министерстве культуры есть специалисты, которые помогают грамотно это все дело заполнить. А уж решаться или не решаться, это уже личное дело. Объединение Мелих и Сите мастера занимаются развитием популяризации татарских, и башкирских, да, и удмуртских украшений, костюмов и так далее. Вот вам, вы говорили, что тоже с русского начинали, да, к татарскому пришли. Что интересней? В чем фишка каждого? Что сложнее, возможно? Нам, конечно, сейчас здесь сложнее и интереснее это свое татарское. Потому что интерес только-только раскачивается. Мы начинаем этим заниматься с 2020 года. Что касается башкир, удмуртов, они нам дадут фору, потому что они раскачивали эту тему много лет. То есть раньше, чем это было в Татарстане? Вот ребята, которые делают 3D-украшения, они вам скажут, что это 15 лет прошло в Башкортостане с того момента, как только они начали двигать именно традиционный костюм. Это сейчас у них бум, им даже не престижно выходить в стилизации. Теперь уже... То есть они уже настолько там продвинулись, как и удмурты, которые вели планомерную работу, органы власти этим занимались, привлекали свои эти ремесленные клубы, которые у них по республике. То есть они нам сейчас дадут фору. Русские мастера этнографические, у них тоже большой достаточно рынок, и они продвигают именно
традиционные русские украшения, аксессуары, кокошники. Даже яркий пример Юхан Никодимус. Отличный пример русского кокошника. Даже вот он чисто вот как есть. И его подают в современном таком одеянии. Разве не красиво? Ну, красиво. Красиво. Да. Знаете, поэтому в завершении такой вопрос. А о каком украшении лично вы мечтаете? И что бы хотелось из таких подлинников? Если у меня будут ресурсы, я закажу коллекцию реплик татарских украшений. Не одну, а все, которые нравятся образцы. Благодарю за то, что стали участницей нашей программы. Очень действительно потрясающее богатство, наследие, которое хочется сохранить. И спасибо за то, что вы это делаете вместе с вашим объединением. Спасибо. Всего доброго. До свидания.